Ровно год назад, 17 марта, в Якутии ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С этого дня в регионе началась борьба с новым заболеванием. О том, как COVID-19 повлиял на жизнь якутян и чему нас научила пандемия коронавируса, мы поговорим с заместителем руководителя регионального оперштаба Ольгой Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. С начала пандемии прошло уже достаточно много времени. Как вы считаете, почему до сих пор существуют эти ковид-диссиденты, люди, которые отрицают заболевание? Потому что не все граждане вообще заботятся о своем здоровье. Это отношение к здоровью, определенного рода в целом, общее нежелание воспринимать ситуации, может быть, даже где-то страх того, что это страшно и произойдет. Перенесемся в начало 2020 года. Как начиналась подготовка к COVID-19 и когда вы поняли, что это необычное сезонное заболевание? Дело все в том, что в республике, может быть, для большинства из нас это прошло достаточно легко. Для системы здравоохранения, в целом санитарно-эпидемиологической службы, ситуация, когда все встали в ружье, условно можно назвать так, был конец декабря. И он был связан далеко не с коронавирусом, он был связан с корью. И вот с этой вот корью мы перешли к другой истории, которая называется близко находящийся Китай. То есть тогда, когда уже начались все мероприятия, связанные с Китаем, поступила четкая установка, и мы начали отрабатывать въездную часть нашу с Китая с точки зрения того, что были установлены посты. В городе у нас иногда стали появляться люди в костюмах. Это были практически как какое-то вообще невероятное явление, если каждый из нас вспомнит, да? Но тем не менее, как паника воспринималось любое закрытие больницы или, в том случае, если появлялись какие-то даже намеки на то, что возможен коронавирус. И, как уже не раз говорил, в том числе и руководство страны, Дальнего Востока удалось удержать проникновение именно китайского вируса в тот период, потому что отслеживали всех и вся. Что могло случиться страшное? Ни одна система здравоохранения мира не рассчитана на такой объем лечения инфекционных заболеваний. Ни одна. И Якутия непосредственно не исключение в этой ситуации. Да? А сложнее всего было в начале, это человеческий фактор. Человеческий фактор с точки зрения, я бы хотела прежде всего сказать об ограничениях у медиков, а потом уже перейти к гражданам. Собрать коллективы и объявить им, а коллективам было объявлено о том, что пандемия, решите вопрос в течение недели с детьми, и на завтра придите и скажите, кто пойдет работать в красную зону. Да? Вот это было самое тяжелое в начале. Да? С точки зрения ограничений для граждан, конечно, шок. Конечно, у каждого шок, что завтра, непосредственно нельзя будет собираться в большом количестве. Да? Завтра я не должен идти на работу. Да? Это все смешивалось с какими-то такими человеческими вещами. Да? Очень многие, например, мне предъявляли претензию, говорили о том, что вы же ходите на работу, а я тут не должен ходить. Да? А мне всегда хотелось сказать, я тоже хочу дома сидеть. Мне тоже страшно. Да? Какие меры, принятые в Якутии, не позволили допустить ухудшения ситуации на ранних этапах? Вот эти все ограничения, они у нас были четко прописаны. Чуть позже были, просто опять забыли, да, был план А, план Б и план В. Вот, к сожалению, на плане В мы и застряли. Мы не то, что на нем застряли, да, мы до сих пор находимся на плане В, на плане объявления режима повышенной готовности. Очень многие же тоже по-разному воспринимали, да, эти информационные наши подачи. Вот. Но нужно, чтобы люди слышали власть. Что власть заботится, власть переживает. Эти ограничения есть. Да, они есть, они обоснованы, потому что это страшное заболевание. Вот здесь очень четкий баланс, и Александр Сергеевич, как глава республики, достаточно выдерживал. Да? И, конечно же, благодарны руководству страны за то, что, с одной стороны, сказали о том, что отвечают за все губернаторы, отвечают руководители субъектов, но это дало нам возможность оценивать ситуацию по балансиру. Вот мы, тем не менее, постепенно переходим к таким достаточно тяжелым, страшным моментам. Мы все помним, как и закрылся Алдан, и закрылись потом села. Да. Впоследствии уже начали закрываться школы, детские сады на карантин. Были отдельные вспышки. А вот для вас лично какой момент самый тяжелый был? Салбанцы. Намские салбанцы, когда я на некоторое время потерялась, наверное, тогда, когда я не понимала,
я не понимала до конца, где солбанцы. То есть я понимаю, что это вот, я видела массу сел за реками и так далее. Но когда глава района мне сказал о том, что значит, заболел тот, кто работает в пекарне, у меня вообще наступил какой-то тихий шок и стопор. Я не понимала, как будут люди без хлеба, при этом мне говорят, ну, как бы каждая семья, там есть хлебопечка, то есть они выживают себя так можно. Я говорю, нет, так нельзя. Решайте вопрос и ставьте, значит, и вот нужно сказать, что в Солбанцах в определенном месте, там, ну, условно говоря, на пригорке, приезжала машина, привозила хлеб, и этот хлеб людям доставляли. Вот это был самый тяжелый момент. Все остальное это было рабочее, да, и в рабочие там чего только не делали, да, за это время с точки зрения организационных моментов, там подушки перевозили, значит, когда закрыли вот эту вот перевозку, да, подушки перевозили лекарства, подушки перевозили анализы, значит, решали вопрос, как перевозить кислород, да, как бы где открывать койки, как не допустить того, чтобы у нас ни один наш житель не оказался лежать в коридоре. Почему? Вот очень многие меня ругали, значит, ну и сейчас до сих пор возникают вопросы, вот, значит, с училищем Олимпийского резерва, вы там общежитие заняли, училище Олимпийского резерва, лучше так, чем допустить, чтобы наши родственники легли в больнице в коридоре. Я предлагаю сейчас поговорить о статистике. Вообще она вещь такая сама по себе очень сложная. Мы все помним вот эти разные вопросы, почему она разнится. Давайте все-таки поставим здесь точку, я предлагаю. Почему у нас ранее, по крайней мере, разнилась федеральная, региональная, районные статистики? В чем была проблема? В учете, в отношении того, как считаются, кого считать. Значит, на первоначальном этапе вообще, значит, кто считается заболевшим, кто считается вирусоносителем, кто считается больным, да, как бы, например, будет ли считаться и вносится ли в федеральный регистр лицо, которое, например, у нас в больнице пролежало. Да, то есть клиническая картина была вся, у него была полная ковидная картина, а анализы оказались до сих пор отрицательные. Его нет в федеральном регистре. Больной он, не больной. На эти вопросы до сих пор на часть нет ответов. И только тогда, когда это все устаканится, тогда, значит, условно говоря, и выправится эта ситуация. Да? То есть никаких махинаций, подбивок? Смысла нет. Ну, от того, что сегодня она настолько, вот, можно там подбивать, да, когда ты там бежишь, может быть, где-то на какое-то короткое расстояние, а когда ты бежишь на длинном расстоянии, еще не знаешь, какая будет методика оценки тебя вообще по результатам, поэтому смысловая нагрузка чего-то делать со статистикой. А почему смерти исчезли? Наверное, потому что наступил такой период, да, когда само по себе вот это вот социальное настроение людей началось быть упадническим, чтобы не было депрессии. Я не скрываю это. Поймите, для нас мерилом являлось то, что происходит в больницах. Ведь у нас были периоды, когда больные винили друг друга в том, что они заразились от друг друга. С этим тоже работали врачи, с этим работали психологи. Были периоды, когда вот эти вот депрессии, да, как бы очень мощные были у людей. С ковидом у людей очень мощные депрессии, да, и поэтому было принято такое решение. Тогда, когда появилась новая система подсчета сама по себе, связанная с тем, что на 4 категории делится, вот само по себе 4 категории выявляется по смертности от ковида. У кого смертность ковид основная причина, у кого побочная, кто непосредственно ковид выявил после смерти, да. И вот здесь эти 4 группы. И на момент сегодняшнего дня, да, на момент сегодняшнего это выявить невозможно. Оно, безусловно, вызывало вопросы. Да? Но услышать можно было выйти вот точно так же с тобой на интервью, да, и начать вот это вот рассказывать. Любой этот рассказ, он бы рассматривался как какое-то оправдание власти, они что-то пытаются скрыть. Но ничего никто не скрывал. Мы летом и в России, и наша республика тоже отчасти вздохнула с облегчением, когда в августе зарегистрировали вакцину. Чуть позже, у нас с осени, да, ближе к зиме началась вакцинация, сейчас она активно идет. На ваш взгляд, отношение населения к вакцине поменялось и к вакцинации, как к процессу в целом? Вообще вакцинация сама по себе в России, она неоднозначна, и даже в Якутии есть разные отношения в зависимости от районов проживания. Да.
Во время проведения оперштаба в Алепинском районе я давала инстаграм с гражданами, я беседовала, значит, с гражданами, и тут я поняла, что я смотрю, что у них, например, все плохо с вакцинацией от гриппа, то есть еще доковидная история. С вакцинацией от гриппа просто стоит. Я начинаю разговаривать с людьми, почему вы не идете вакцинироваться, да? Но они начинают говорить о каких-то религиозных убеждениях, еще каких-то своих вещах, да? Да, ну вот чипизация, это уже был какой-то миф, который вот что-то там возник в результате, значит, чего-то нужно говорить, по-другому я сказать не могу, да? Что-то нужно придумать, а здесь я чувствую, что есть какой-то сам. Я говорю, хорошо, в таком случае, как бы вот я еще не ставила прививку от гриппа, я завтра приду, поставлю прививку от гриппа. И когда я пришла в больницу к 8, мне сказали, Ольга Валерьевна, с 7:30 пришло 10 человек. Я говорю, нет, так не бывает. Они говорят, да, действительно, да. То здесь нужно было просто больше разъяснять, что это необходимо. Да. А мой довод был достаточно простой. Да. Если у вас будет и грипп вместе, и коронавирус, ну, извините меня, какой у вас там будет микс, и как вас лечить, мы не знаем. В общем, просто и понятно, да, и люди пошли лечиться. Поэтому я думаю, что и отношение к вакцине, оно такое вот, так сказать, ну, до сих пор вот у меня есть и много знакомых, которые говорят, ну, я не вакцинировался вообще никогда. Я говорю, ну, ходи в масках тогда. Ну, что делать, да? Вот как бы ничего я другого тебе сказать не могу. Но я считаю, что вот именно сейчас нужно провакцинироваться. Вот оперативный штаб российский, он проходил один раз в неделю. Один раз в неделю проходил Госсовет под руководством Сергея Собянина, второй раз в неделю Татьяна Алексеевна Голикова. Каждый раз в неделю проходил оперштаб российский, каждый день мы проводим свой оперштаб, вот сейчас немножечко только сбавляем, да, определенного рода темп, и каждый раз есть какие-то решения, которые требуют разрешения, потому что все равно это новые правила и новая жизнь. И на оперативных штабах всегда, когда встает вопрос, много же есть вопросов у субъекта перед федералами, да, какой вопрос будем ставить? А я, наверное, где-то с июня месяца, не надо никакой вопрос ставить. Когда вакцина будет? Безусловно, вот сейчас, буквально на прошлой неделе, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил о том, что новый контракт подписан на поставку вакцины. Через некоторое время она вновь к нам поступит. Сейчас порядка 60 уже тысяч мы вакцинировали в республике. Дальше будем продолжать призывать вакцинировать, пока только на запись, потому что вот буквально на этой неделе должны еще прийти 5000. Ну, по большому счету, сейчас ждем нового поступления и нового графика поступления вакцин. Если мы говорим о том, что пандемия для нас это определенный урок, у нее же не только негативные последствия. Она дала достаточно сильный импульс развитию системы здравоохранения, системы некоторых интернет-сервисов, доставки и тому прочее. На ваш взгляд, какие положительные импульсы нам принесла? Что все-таки есть хорошего, так скажем, если так можно сказать, в пандемии COVID-19? Мы немножечко замалчиваем тему, которая связана с социальной поддержкой граждан, которая была осуществлена в период пандемии. Да? Что пандемия придала, какую дала вот такую базовую позицию, по моему мнению, да? Это структурирование и четкое понимание, что гражданам, когда нужна социальная поддержка, государство готово в 3 дня эту социальную поддержку оказать. В четверг президент страны говорил о том, что он, соответственно, значит, принимает решение о 5000, например, для семьи с детьми. Да? К вечеру в четверг у нас уже было соглашение, которое мы просто получали. В пятницу у нас были значит, деньги. В понедельник мы их уже направляли, и они поступали на карточки людям. Как бы это происходило не в пандемийных условиях, да? Значит, месяц на одно по регламенту, месяц на другое, месяц на третье, месяц на раскачку и куча бумаг, которые нужно собирать. Да? Здесь она мобилизовала систему, и система уже отработала достаточно четко. И здесь была колоссальная работа, которую делали управление соцзащиты. То же самое, например, в пандемию очень четко среагировала история, это сохранение рабочей силы. Ведь всем, кто предприниматели хотел, и те, кто работает с легальной рабочей силой сегодня, им был предоставлен кредит для того, чтобы они сохранили его. Сохранили ее, и они платили эту заработную плату. Да? Это не какая-то была добрая воля.
да, для того, чтобы сохранить свой бизнес. Это была и серьезная государственная поддержка. Даже те же, например, почему удалось сразу после пандемии спокойно выйти и построить ряд премьер в Сахатеатре, в Саха-операбалете, да, ну, потому что был сбербанковский кредит на очень таких вот льготных условиях, который позволил это сделать. Что это говорит? Это говорит о том, что мы можем быстрее работать, быстрее оказывать услугу, без лишней волокиты. Пандемия, наверное, бюрократизм сломала. Вот что сломала пандемия, это сломала бюрократизм. Сейчас самое главное в него не упасть заново. И консолидация общества какая-то. Да, конечно, консолидация большая. общества, это вот, ну, тут я даже постоянно говорю. Несмотря на то, что все сидели по домам. Все сидели вроде как по домам, и тем не менее все общались. Да, человеческого общения, такого близкого общения, не ВКСного. А вот даже я чисто по-человечески, я уставала от этих клеточек в глазах, да, у меня одни и те же люди в клеточках, утром и вечером, постоянно даешь им какие-то поручения, слушаешь их, оцениваешь ситуацию, принимаешь решение, куда бежать, куда не бежать, да, а бежать некуда, потому что тоже в ограничительных мерах, все закрыто. Я первый раз вышла летом в торговый центр, и мне казалось, что, господи, вообще люди существуют. Есть люди, да, потому что вот это какой-то кошмар вообще, да. Но я вот когда вышла, я была удовлетворена. Почему? Потому что в масках, с соблюдением дистанции, значит, вижу, что меряют температуру, значит, не все потеряно. Ну и результат пока неплохой. Вот нам сейчас главное удержать ситуацию. Есть ли какие-то прогнозы? У нас будет третья волна, четвертая? Или это все-таки в итоге превратится в сезонные подобия ОРВИ и гриппа? Я ни разу вот за этот год, да, всегда на вопрос по прогнозу, значит, как бы не отвечала о том, что я могу что-то прогнозировать. Да? Да, вакцинация началась, да, немного легче решать ряд вопросов, да, определенные ограничения будут сняты, это безусловно, да, тут разговора нет никакого. Вот, есть, в очередной раз у нас есть план А и план Б. Да? И все зависит от того, как быстро мы уйдем с плана В и снимем режим повышенной готовности. Ну, а все эпидемиологи сегодня говорят, что нужно опасаться третьей волны. Третьей волны здесь для нас нужна консолидация. И вот сейчас тяжелее всего, да? Потому что, когда раньше были сконсолидированы все, да, было легче, даже на той же второй волне. А сейчас у нас и медики немножко расслабились, это безусловно. Сейчас мы больше готовы в случае прихода третьей волны, мы уже знаем. Готовность, она в мобилизации. Последний вопрос. Чему нас всех, и вас в частности, научила пандемия? А заботиться о своем здоровье. Я так же, как и все, стала чаще мыть руки, так же, как и всех, стала одевать маску. Да? Наверное, многие заметили, что даже с самого начала, да, я тоже постоянно выходила без маски. Это не было какое-то ковид-диссидентство. Нет, я просто не могла, мне она мешала. Все уже привыкли. Да, а сейчас уже как бы я ухожу, и что-то мне не хватает. Да, как бы, мне кажется, что мне ее нужно одеть. Да. А уже вот это, и когда мне говорили, возникнет привычка, да, и ну, она должна появляться. Ну, посмотрите, ведь сегодня даже да, к самой по себе итоговой коллегии Роспотребнадзора по республике показаны очень четкие цифры по снижению не только кишечных заболеваний в республике, но и вирусных заболеваний. А это маска, мытье рук и социальная дистанция. Наверное, просто для того, чтобы не болеть, нужно немножечко жить по-другому.